Из Коми в Донецкую и Луганскую народные республики отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Это 20 тонн груза, 400 продуктовых наборов, канцелярские принадлежности для школьников и детские книги. В сборе принимали участие неравнодушные жители республики. Все подробности у Татьяны Супряткиной. Торжественно под звуки военного оркестра начинается отправка гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Здесь единороссы, сторонники партии, волонтеры, жители столицы. По словам главы Коми, жители республики делают все, чтобы помочь населению Донбасса. Мы шаг за шагом продвигаемся к победе, но и обеспечение победы – это, как известно, всегда нужно обеспечивать тыл. Вот наша задача сегодня обеспечить именно население Луганской и Донецкой народных республик, которые, конечно, сегодня в лишении, и это абсолютно понятно. И мы делаем все возможное, я имею в виду все жители Республики Коми. Конечно, мы, как Единая Россия, всех призвали под свое крыло, но сегодня на самом деле уже нет никакого различия между партиями, между какими-то мнениями. Сегодня все едины в одном, в том, что нужно помогать. И делаем мы это абсолютно бескорыстно, от всего сердца, с радостью. Ценный и нужный груз в фуру загрузили накануне. В продуктовых наборах все необходимое – мясные консервы, мука, крупы. Кроме этого, позаботились и о детях. Им отправляются различные канцелярские товары и книги. Ситуация, она показала нам единство всего русского народа, и не только русского народа. Мы поняли, что вот в такие тяжелые времена мы можем действительно быть вместе. А Республика Коми, Северная Республика, она всегда отличалась своими горячими сердцами. И вот та помощь и та поддержка, которая исходит от наших однопартийцев в Республике Коми, и не только однопартийцев, обычных простых граждан, она очень дорогого стоит. Помогут в Коми Донбассу не только продуктами и канцелярией. Владимир Уйба отмечает, по решению Политсовета регионального отделения «Единой России» члены партии отправляются в Ростовскую область в качестве волонтеров. Чтобы и вот грузом, и поддержкой, и словом еще раз вживую передать ту добрую волю и то доброе начало, которое мы закладываем в каждый килограмм, в каждый груз. Поэтому это сегодня будет не только груз помощи, это еще и будет сегодня волонтерское начало. Как сказал наш президент Владимир Путин, что все цели, задачи данной спецоперации будут выполнены в полном объеме. А главное, что граждане, которые живут в Луганске, Донецке, должны жить в мире и в согласии. Вот эта гуманитарная помощь этим гражданам, и, скажем так, которые бедствуют сейчас в то время, когда проходит эта спецоперация, очень важна. И мы должны поддерживать их только всем, чем только можем. Сегодня по всей республике одновременно со сбором гуманитарной помощи единороссами организована и акция «Письма защитникам». Все желающие могут написать письма солдатам или прислать рисунки. Здравствуй, солдат, я Кирилл. Я желаю вам удачи, счастья. И спасибо, что защищаете нашу Родину. К этой акции присоединились и студенты Академии Госслужбы Коми. Вместе с волонтерским движением «Мир начинается с тебя» решили поддержать всех солдат. Очень надеемся, что все вернутся домой живыми, здоровыми, и мы всех очень поддерживаем и ждем. Груз собран и готов к отправке. Главное теперь доставить его в целости и сохранности до точки назначения. Глава Коми дает напутствие водителю фуры. Мы вам, по сути, вверяем тепло сердец и напутствие людей, которые все это собирают. Поэтому в добрый путь, ни гвоздя, ни жезла, но и там, что называется, передайте, доставьте все в целости и сохранности. Главное, не гоните, не спешите, спокойно, уверенно, но главное, чтобы груз дошел в целости и сохранности. Гуманитарную помощь жители Коми намерены собирать и дальше, ведь мы своих не бросаем. Татьяна Супряткина, Анастасия Тюрнина, Павел Лилянмин, телеканал Юрган.